Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 15 июня 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Достанем также карты на отношения, на работу, на финансы и неожиданности этого дня. Опять у нас здесь много старших арканов, да, 4 аркана, очень много для того, чтобы понять, что день важный, да, закладывается какое-то важное событие в судьбе или, может быть, даже несколько событий. Ну, вообще сейчас же все астрологи знают, что коридор затмений, а это всегда закладка каких-то событий. Поэтому и карты такие выпадают нам. Итак, посмотрим. Четверка пентаклей. Карта, которая говорит о том, что сегодня вы будете стараться, чтобы у вас была какая-то стабильность в жизни. То есть сейчас вот нужно сконцентрироваться, карта говорит, на работе, на финансах, на безопасности финансовой. Если вы уже что-то достигли, то нужно закрепиться на этом месте. Или карта такая экономная, да, когда нужно придержать денежки, либо накопить какую-то важную сумму. Может быть, кто-то здесь на отпуск будет копить, либо на большую покупку какую-то, либо, может быть, просто вам необходима какая-то сумма денег для того, чтобы вы чувствовали себя уверенно и не беспокоились о завтрашнем дне. Но вот день как-то располагает к тому, чтобы мы больше думали здесь о материальном, о своей такой вот финансовой защите. Четверка пентаклей – это у нас астрологически Солнце в Тельце. То есть карта, которая говорит о том, что вы можете многого, в принципе, достичь в плане денег, в плане материальных благ. И, может быть, даже здесь вот на карте человек изображен, который как бы слишком крепко держится за деньги, да, а вот Солнце в Тельце, Солнце, оно же вообще легкое, тем более рядом лежит карта Солнца, оно рекомендует легче относиться к этому, то есть нужно экономить, возможно, нужно отложить какую-то часть денежек, да, но не нужно слишком цепляться за это. Также карта говорит о том, что сегодня могут быть приглашения на новую работу, может быть, какие-то важные дела в бизнесе будут проходить, может быть, новые источники какие-то дохода появляются, помощь может приходить и денежная, и просто, может быть, как защита какая-то, да, как оберегает нас кто-то. Также карта говорит о том, что может быть, нужно позаботиться о теле, может быть, допустим, на фитнес начать ходить или еще каким-то образом активность физическую проявлять начать, может быть, тренера найти, да, который вот позволит вам либо удержать вес, либо, может быть, придать, наоборот, телу форму какую-то лучшую. Хорошая карта для того, чтобы приобретать какие-то ценные вещи. Особенно, знаете, вот есть люди-коллекционеры, да, любят, допустим, что-то из одной темы собирать, покупать. Так вот, здесь вот очень такой удачный день для того, чтобы вот то, что вам нужно в коллекцию, приобретать. Очень хорошая карта для того, чтобы решать вопросы с зубами, с горлом, да, с питанием, с диетой. Можно найти хорошего адвоката, можно найти союзников, поддержку. Карта хороша для того, чтобы покупать какую-то бижутерию, драгоценности, золото. В общем, все красивое. Платье, цветы, подарки и так далее. Да? Но вот мы не забываем о том, что все должно быть в меру, потому что четверка, она все-таки такая умеренная у нас карта. И мы покупаем от избытка, то есть не на последние деньги. Да? Еще важно уделить внимание своей самооценке. Тоже вот четверка пентаклей – это еще и наша самооценка в том числе. Да? Нужно быть уверенным в себе. Видите, как крепко человек держит пентакли. Пентакли – это материальное. То есть наша самооценка, она должна быть от чего? От того, что мы что-то в материальном мире достигаем. Да? Это не просто так, мы подумали по мечам и все. Да?
придумали, что мы хороши, и вот этим гордимся. Нет, должны быть реальные какие-то поступки, реальные какие-то достижения, факты для того, чтобы у нас была хорошая самооценка. Без этого ее не будет, да, то есть нужно обязательно, чтобы было на что опереться. Что будет мешать? У нас выпадает карта старшего аркана Дьявол, а это значит, мы уже говорили, излишняя привязанность к деньгам, излишняя привязанность даже к каким-то диетам, каким-то физическим упражнениям, да, вот все, что слишком, это будет плохо. Ну и, конечно же, вот если с самооценкой эту карту связать, да, то слишком уж стараться быть лучше других людей, стараться возвышаться над ними, это, скорее всего, принесет какие-то проблемы, потому что карты серьезные у нас здесь, да, влияние очень сильное идет. То есть будет как бы хотеться прям вести себя как-то неправильно, а нужно удержаться. А теперь для удачи у нас выпала карта Солнца, а это значит, что все, что бы вы не начинали, все, что бы вы не задумывали сегодня, все может осуществиться, если только соблазнам вот не поддаваться. Да, вот такую, знаете, оптимизм в себе поддерживать и придерживаться как-то такой золотой середины. Вот, и тогда вот все ваши желания могут осуществляться. Очень удачно, кстати, инвестиции, да, какие-то, но только продуманные, да, чтобы риск был продуманный. Можно какие-то престижные вещи покупать, это я уже говорила. Может быть, по Солнцу здесь как бы увеличение вашей власти, да, может быть, допустим, вы уже заняли какое-то положение, а теперь вам нужно, ну, положение в смысле в карьере, да, и вам нужно теперь закрепиться. Так вот, все сегодня способствует тому, чтобы ваша репутация улучшалась. Хорошее время для того, чтобы просто чувствовать себя счастливым, да, то есть вот чем больше счастья, тем удачнее ваш день. В отношениях у нас выпадает король Пентаклей, опять же Пентакли, опять мы заботимся о материальном, это и наша недвижимость, это наше жилье, в смысле уют, это наше здоровье, это наши деньги, бизнес, работа и так далее. В общем, все, что материальное, да, все для нас важно и в отношениях тоже. Такой день у нас весь материальный. Для тех, кто в поисках партнера, можно как раз встретить человека вот такого основательного, человека, который как бы твердо на ногах стоит, прочно, да, он, возможно, старше вас будет, но, в принципе, это не помеха, да, потому что действительно человек такой спокойный, уравновешенный, его есть за что уважать, и вы будете чувствовать себя рядом с ним вот соответственно. Для тех, кто в паре, валет бубновый выпадает, вот в сочетании с этой картой у вас может быть принятие каких-то радикальных решений вот в плане материальном, может быть, в плане недвижимости, может быть, это решается вопрос вашего статуса. Ну, допустим, вы просто вместе живете, а теперь решаете зарегистрироваться. Вот. Или, может быть, принимаете решение о ребенке, либо узнаете о том, что у вас там будет внук-внучка. То есть какие-то очень такие резкие перемены могут происходить вот по валету бубновому. Кроме того, карта говорит о том, что за вот погоней за материальным, да, за деньгами и за всем прочим вы можете стать эмоционально холодным к своему партнеру, и это, конечно, может быть не очень как бы хорошо для отношений. Может кто-то вмешиваться в ваши отношения просто очень настойчиво. Допустим, это может быть и мужчина, и женщина, просто здесь как проявление человека, который очень уверен в себе, да, и он считает, что имеет право в ваши отношения вмешаться, потому что считает, что он лучше знает и так далее, да, то есть это может быть и вмешательство и мужчины, и женщины в ваши отношения, но карта говорит о том, что не допускайте, иначе может быть, ну, как бы очень печальные последствия вплоть до развода. Ну и старайтесь, чтобы не было какой-то эмоциональной отчужденности, старайтесь, чтобы все-таки было больше у вас заботы какой-то, да, тепла. Или подмечайте хотя бы, когда вы слишком уж холодны, да, и старайтесь, ну,
постарайтесь для того, постарайтесь, чтобы все-таки теплее ваши отношения стали. Для тех, кто в ссоре, десятка червовая, карта говорит о том, что вам тут вообще очень легко помириться. Можно сказать, что даже вообще на завтра вы поймете, что ваша ссора ерунда, и зря вы вообще поссорились. То есть у вас даже конфликта тут не остается на сегодняшний день. А теперь работа. У нас императрица выпадает. Опять же, все, что касается денег, все, что касается управления, продвижения, все здесь очень удачно. Так, для тех, кто в поиске работы, вы можете найти действительно работу руководящую, либо работу, которая соответствует вашему статусу, очень комфортную для вас, с последующим повышением. Для тех, кто уже работает, девятка червовая, ну, карта говорит о том, что у вас есть возможность как-то обновиться, да, то есть это или новый проект, или новое предложение какое-то о работе, или, может быть, новые люди приходят, или начальство сменяется. В общем, что-то новое, какие-то перемены, и причем очень быстрые. Для тех, у кого свое дело, семерка трифовая, но здесь вы руководитель, да, и, скорее всего, вам либо зарплату нужно выплачивать в этот день своим работникам, да, или, может быть, просто нужно будет тратить деньги на какой-то, в общем, на процесс, на рабочий процесс, да, может быть, какие-то материалы закупать или еще что-то в этом роде, да, в общем, просто различного рода расходы, мелкие, которые, в общем, и неплохую такую сумму создают. Ну и вообще, скорее всего, вы будете заниматься организацией процесса рабочего, да, может быть, сложно это дается, но все-таки вот нужно ориентироваться на окружающих людей, на команду, на коллектив. То есть не нужно принимать таких единоличных решений, да, вот как бы лучше посоветоваться здесь для того, чтобы, ну, как бы сделать все правильно, скажем так. Деньги. Выпадает карта старшего аркана суд, но это понятно, что денежки возрождаются у нас в этот день. Вообще у нас как бы день такой весь денежный, да, либо все, что происходит в этот день, оно ведет к тому, что у вас в деньгах действительно может начаться исцеление, улучшение, возрождение, да. Для тех, кто на зарплате, восьмерка червовая, но здесь могут быть какие-то эмоции по поводу денег, но смотрите, что бы ни происходило, это все равно к лучшему, да. Даже если вдруг что-то будет вас не устраивать, скорее всего, это ведет вас к тому, чтобы вы как раз зарабатывали на том, что вам действительно подходит, где вы действительно эффективны, где можете больше заработать. Для тех, у кого свое дело, восьмерка трифовая, карта говорит о том, что либо будет большая какая-то сделка, и вы сразу получаете много денег, да, вот по сделке, либо если вы слишком много запланировали заработать, да, то, скорее всего, это будет не в этот день. То есть, допустим, если у вас несколько каких-то сделок или, может быть, несколько заказов, да, то вот, может быть, какая-то часть заказов, она будет на следующие дни переходить. То есть не полностью можно здесь получить деньги, да. И еще, может быть, придется как-то по-другому действовать, не так, как вы привыкли вот в зарабатывании денег. Скорее всего, это либо способы какие-то новые, либо будут трудности какие-то в осуществлении сделки, придется как-то в обход идти. А теперь что будет неожиданного? Пятерка мечей. Карта говорит о том, что неожиданно может быть что-то в отношении с клиентами, в отношении с вашей второй половинкой. В общем, знаете, когда вы общаетесь с кем-то один на один, вот здесь как раз для вас может быть какой-то шок, удивление. Может быть, человек поведет себя как-то неадекватно, или, может быть, высокомерно, или еще что-то такое, да, либо просто как-то поставит вас в неловкое положение. А если говорить о положительном смысле этой карты, то здесь может быть какой-то новый контракт, новая какая-то сделка, на которую, может быть, вы даже не рассчитывали, да, может быть, это новый какой-то клиент или новый партнер. То есть пока что это еще как-то не определенно. Почему вот пятерка мечей такая часто негативная считается? Потому что вот мы начинаем с кем-то общаться, мы думаем об этом человеке
одно, а на деле оказывается другое, да, вот здесь вот не нужно слишком быстро доверять людям, да, вот если какие-то новые люди приходят, сначала к ним надо присмотреться, посмотреть, чем человек живет. Чем закончится день? Восьмерка пиковая. Закончится день либо какой-то вечеринкой, да, либо, может быть, если, допустим, дома, может быть, соберется семья, там родители приедут, да, в общем, какое-то здесь либо торжество, да, либо, может быть, просто какое-то большое количество людей. Либо вы за целый день так устанете от большого количества людей, что вот захочется побыть наедине, да, от такой обширной аудитории, от многочисленных знакомств и так далее, вот захочется отдохнуть. Но в любом случае это такая гармоничная карта, да, когда мы, ну, как бы наслаждаемся жизнью, да. В общем, по итогу дня мы все равно будем очень довольны, хотя, может быть, утомит он нас. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.